Добрый день, уважаемые коллеги. Мы ведем заседание в режиме ВКС. Будем вести в основном на русском языке, так как принимают участие представители и других сфер, в том числе и школы коренных малочисленных народов и так далее. Поэтому позвольте начать наше заседание. Это очередное заседание Организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 30-летию принятия закона Республики Саха-Якутия о языках в Республике Саха-Якутия. И одним из основных вопросов, рассматриваемых или обсуждаемых, или включенных в состав вот этих мероприятий, посвященных 30-летию закона о языках в Республике Саха-Якутия, является созыв второго съезда учителей якутского языка, литературы и культуры. Вот регламент вам известен. Примерный круг обсуждаемых вопросов тоже вам роздан, поэтому разрешите приступить непосредственно к заслушиванию информации. Первая информация о подготовке проведения второго съезда учителей якутского языка, литературы и культуры. Слово предоставляется министру образования Республики Саха-Якутия Любимова Ирина Павловна. Добрый вечер, уважаемый Александр Николаевич, Сергей Васильевич. Мы сегодня, второй раз сегодня обсуждаем, как у нас идет подготовка к съезду. Последнее совещание у нас по протоколу 21 октября мы получили, и в адрес Министерства образования было 2 поручения. Во-первых, подготовить и внести в комиссию проекты концепции программы и рекомендаций съезда. Здесь надо сказать, что сегодня у нас программа основных мероприятий, она сверстана, концепция, она разработана, и концепция связана у нас сегодня с распоряжением о создании межведомственной комиссии. Сегодня у нас получили мы замечание Госправового департамента, попросили концепцию сделать перевод на русский язык. Поэтому сегодня за ночь Институт развития образования сделает, и завтра внесем еще раз на русском языке концепцию. И, во-вторых, мы должны были подготовить анализ исполнения рекомендаций первого съезда. Здесь срок был до 1 ноября, но 1 ноября у нас завтра, поэтому, уважаемые коллеги, здесь, исполнению рекомендаций мы анализ предварительный свели, но есть, у нас учреждения, общественные организации, которые до конца информацию не довели, поэтому очень большая просьба сегодня или завтра к утру довести еще раз последние информации, которые мы у вас требуем, просим, у вас. Это Институт развития образования, тоже буквально завтра к концу дня уже анализ исполнения первого съезда у нас будет. Это по протоколу. Теперь по плану мероприятий. Как мы тогда посоветовались, мы проводим съезд, создание плана мероприятий, концепции. У нас очень активно принимают участие общественные организации, учителя якутского языка, литературы, работники дошкольного образования, образовательных учреждений, школ и преподаватели среднего профессионального образования. Потому что съезд мы видим в таком масштабном виде, чтобы родной язык наш изучался не только в школе, но и охват был с дошкольного уровня и среднего профессионального образования. Теперь по плану мероприятий. По плану мероприятий, как мы тогда тоже договорились, что план мероприятий начинается с
3 ноября, и продолжение будет 26-го к началу декады Олонхо. Здесь, чтобы участники съезда, делегаты были участниками тоже открытия декады Олонхо. Всего делегатов из, значит, районов мы уже раздали все квоты по всем, значит, муниципальным образованиям. 417 делегатов, приглашенных будет 95 человек. И, как я сказала, все уровни образования, родители, значит, воспитатели, педагоги дополнительного образования и педагоги среднего профессионального образования, все будут принимать участие как делегаты. 23 ноября официальный день открытия съезда, но до этого за день наша делегация нашей республики принимает участие на съезде учителей коренных малочисленных народов Севера в городе Санкт-Петербурге. Это будет 22 и 24 ноября. 10 человек делегации республики принимают участие на этом съезде. И у нас будет прямое подключение к круглому столу с участием представителей национальных республик Российской Федерации. Поэтому 22 ноября по плану, если вы открываете в 4 часа, мы должны принять участие на этом круглом столе. Официальное мероприятие съезда начинается 23 ноября. Это пленарное заседание Второго республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры Республики Саха-Якутия. Место проведения, значит, Саха-академический театр имени Платона Аюнского. Съезд начинается с 10 часов утра. Продолжение съезда – это торжественная церемония вручения государственных наград и премий педагогам республики. Во время съезда будут выставлены 2 выставки по 2 темам. Первая тема выставки «Родной язык» и «Етылбыт Баргабайбыт». Такая тема, это будет именно в Саха-академическом театре выставка. И вторая выставка, электронная выставка работ лучших учителей. Ирина Павловна, вы давайте изложите основные моменты, потому что программа всем роздана. Хорошо. Перечитывать не надо. Хорошо. 2 выставки, как я сказала, одна электронная. После обеда будут работать площадки, на которых мы вас все ждем. Место проведения, разные места проведения, тут надо обратить особое внимание, потому что не только Институт развития образования, но и школы города Якутска, Якутский педагогический колледж, поэтому места проведения разные. Первый вечер по окончании всех площадок будет, значит, стратегическая сессия, и далее будет презентация работ, значит, образовательной платформы, а также вечером в этот первый же день будет отчетно-выборное собрание Ассоциации учителей якутского языка. Здесь тоже члены ассоциации должны принять участие. И в 7 часов Министерство культуры нам предлагает спектакль тоже в Саха-академическом театре. 24 ноября начинается проектная сессия, и параллельно идут дискуссионные площадки в Институте развития образования. И 24 в 10 часов мы должны принять участие в торжественном заседании, посвященном 30-летию закона языка. Далее 24-го продолжаются образовательные события. Это методические семинары, посещение образовательных организаций города Якутска, это детские сады, школы. И 24-го мы с 3 часов планируем в Доме правительства номер 2 закрытие работы съезда. Здесь будет принятие окончательного документа. И параллельно в эти дни идут показ якутских фильмов, посещение музеев отдельно по программе. Далее мы предлагаем 25-го утром всем участникам съезда, делегатам, организовать, провести в школах города Якутска классные часы разговора о важном. Здесь тема будет, значит, об Олонхо, об роли воспитания молодого поколения. Вкратце по программе у меня все. Спасибо. Давайте мы заслушаем информацию о всех
руководители основных направлений. После этого будем обсуждать. Как вы думаете? Давайте тогда, товарищ Левочкин, вам слово. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги, мы со своей стороны внесли предложение по мероприятиям по включению в программу съезда. И пока что они в программе съезда обозначены одним пунктом по предложениям музейных учреждений и одним пунктом по просмотру кинопоказов, помимо просмотра спектакля. Это большая часть такая культурная составляющая для делегатов съезда. Но мы хотели бы более детально прописать, поскольку у нас есть тематические такие предложения от музейных учреждений. Например, музейный класс мастер-класс по таюку или, например, лекция на тему латиницы в якутском языке. Только примеры называю, но хотелось бы более детально прописать для какой целевой аудитории, может быть, их разбить как-то тематически, чтобы они в вечерние часы, мы готовы отработать по вечерним часам, например, с тем, чтобы встретить эти группы и провести им такие тематические мероприятия. У нас есть очень хорошее предложение, там, например, героический эпос Аланху в изобразительном искусстве и так далее. Вот мы несколько предложений таких внесли. По кинопоказам нам тоже нужно будет отдельно проработать, в каких кинотеатрах состоятся эти кинопоказы. Помимо этого, я напоминаю, что мы сейчас разработали программы по декаде Аланху. Мы направили вам тоже этот проект программы, и вы тоже Министерство образования внесло нам свои предложения по включению площадок с участием образовательных организаций. Но здесь есть такие крупные мероприятия, но я думаю, что обязательно их тоже нужно учесть при составлении программы съезда. Например, у нас с 18 по 27 ноября проводится впервые выставка Аланху Экспо. Впервые мы в таком формате делаем выставку. Это постоянно действующая экспозиция на протяжении 10 дней, которая будет на площадке музейного комплекса «Россия. Моя история» работать. И мы планируем там различные активности, в том числе, например, для различных возрастных категорий. Если уж учителя будут здесь в Якутске, то, конечно, они обязательно должны посетить эту выставку. Она будет посвящена у нас, поскольку год культурного наследия, нынешний год, и мероприятия активно проводятся во всех учреждениях и по всем районам республики. Планируется, что приедут уже из делегаций из других районов, и также мы планируем сделать даже косплей. Это молодежный формат с тем, чтобы в конкурсном формате, с тем, чтобы наряжались персонажей Аланху. Я думаю, это будет интересно. Новый формат. Помимо этого у нас будут такие мероприятия, как, например, арт-встреча с молодыми исполнителями жанров якутского фольклора или виртуальная выставка цифровых художников Якутии «Фэнтези Аланху». Они создают виртуальный мир Аланху. Это тоже новый для нас формат. Мы считаем, что учителя обязательно должны принять участие в таких событиях. И 24 ноября у нас состоится, информирую просто к сведению, конечно, вы, наверное, вряд ли сможете принять участие, у нас состоится стратегическая сессия формирования деятельности и дальнейшее развитие единой системы домов Аланху. Дома Аланху открывают, у нас начинают именно в формате сети работать с этого года, вы знаете. И, конечно, на местах образовательные учреждения, они являются тоже активными участниками процесса по привитию именно Аланху. И также 24 ноября в 12 часов у нас состоится награждение стипендиатов, носителей традиционного культурного наследия. По указу главы мы сейчас готовим формат с участием министра культуры Российской Федерации любимого и главы республики. У меня в целом такая информация. Спасибо. Дальше я прошу Саргалану Васильевну вас дать информацию. Спасибо, уважаемые коллеги. На второй съезд учителей якутского языка, национальной культуры мы совместно Национальная библиотека, Северо-Восточный федеральный университет, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера подготовим
презентацию информационного портала государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия. Мы поняли, что нам 24-го в Институте развития образования в 16 часов, время 1 час. Портал у нас на сегодняшний день разработан, идут последние подготовительные работы для запуска. Будет разработана интерактивная презентация, обучение и активная работа с участниками съезда. Я думаю, что презентация пройдет очень интересно, потому что будет достаточно новая информация, и презентуем мы обучающие курсы на 5 языках. Спасибо. Спасибо. Дальше Гаврил Григорьевич Таратоев, пожалуйста. Уважаемый Федеральный университет. Александр Николаевич, уважаемые коллеги, университет проводит 2 дискуссионные площадки. Одна площадка будет проходить в рамках съезда, и она называется «Актуальные проблемы. Методика преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры на якутском языке». Звучит так: «Сахатылын литературетін түрет культуратын осколова верите туруга онна кескиле». Мы запланировали данную площадку 23 ноября с 2 часов в актовом зале педагогического института. А вот вторая дискуссионная площадка не очень вписывалась, можно сказать, в программу съезда, поэтому мы запланировали провести отдельно 18 ноября с 4 часов на базе университета. Сейчас по переводу скажу тему. Переводческая деятельность в Республике Саха-Якутия, состояние и проблемы. Саха-Республика Тертелбас Туруга, Онна Кагалгата. На данный момент идет сбор предложений от заинтересованных сторон, то есть работа идет полномерно. Спасибо. Римма Романовна Жиркова, пожалуйста, департамент по языкам. Добрый день, уважаемый. Управление по языкам. Спасибо. Добрый день, уважаемый Александр Николаевич, уважаемый Сергей Васильевич. Управление по вопросам развития языков администрации главы правительства ответственно за проведение заседания Совета при главе. На сегодня мы завершаем подготовительную работу, и завтра утром мы внесем проект повестки заседания, проект доклада, правительственного доклада по принятию закона о языках Сергею Васильевичу Мясникову. Информация такая. Спасибо. Так, коллеги, у нас еще есть 3 выступления. Это Рустам Николаевич Анисимов, директор Института ОНКО. Так, председатель Ассоциации учителей якутского языка и литературы Жанна Федоровна Барашкова и руководитель общественного объединения ЕТЛ Вильяна Николаевна Никитина. Но прежде чем приступить к заслушиванию этих коллег, я бы хотел напомнить, что у нас программу, да и в саму концепцию тоже, это не окончательно принятые документы, и по ним будут вноситься изменения. И я приглашаю представителей Сулусов, если есть необходимость выступить с предложениями, вы можете прямо обратиться к совещанию сегодняшнему, попросить слова, записаться и выступить. Или же свои предложения можете направить письменно. И чем быстрее и обоснованнее вы это сделаете, тем больше шанс, что ваши предложения попадут в программу или будут внесены
изменения в концепции, потому что оба документа – это еще не окончательные варианты. Это рабочие документы, рабочие. И по ним, я думаю, что замечания, предложения будут. У меня, во всяком случае, они есть, имеются. Я выскажу. Хорошо. Пожалуйста, Руслан Николаевич Анисимов, Институт Алунхо. Предстоящий съезд учителей якутского языка, литературы и культуры, можно сказать, это историческое событие для нас, для республики и для работников в целом образования, культуры и науки. И, конечно, отрадно, что в такое сложное для нас время уделяется такое огромное внимание со стороны исполнительных органов власти. Да? Значение мы понимаем. Вы предложения конкретно, Да, пожалуйста. предложения такие. У нас в университете работает международная лаборатория лингвистической экологии Арктики. И в рамках этой лаборатории мы проводим социолингвистические исследования в ЛУСах, районах республики, начиная с 2021 года по мегагранту правительства Российской Федерации. И мы посетили около 10 УЛУСов в течение 2 годов. И я лично съездил 2 УЛУСа, это Татинский и Алекминские районы. И они, в общем, ситуация у нас по итогам этих экспедиций, можно сказать, критическая. Именно по языковой ситуации. Сейчас у нас там есть методика, по методике, которой мы выявляем нынешнюю языковую ситуацию. И, конечно, у нас ситуация очень острая, потому что дети уже очень плохо говорят на якутском языке. Очень плохо говорят на якутском языке, даже говорят, учителя говорят, что пришли уже дети как бы немые, которые не владеют хорошо ни родным языком, ни русским языком. Поэтому я бы хотел все-таки в рамках съезда ставились очень такие серьезные проблемные вопросы. И второй момент, наши респонденты, родители в основном, говорят, что нынешние учебники якутского языка конкретно, да, именно 5, 6, 7, 8 классов, как бы они усложнены очень сильно, содержание очень сложное для восприятия современного ребенка. Поэтому мы бы хотели, конечно, в рамках этого съезда рассматривались такие глубокие вопросы, и в конце, по итогам этого съезда, мы получили такой документ, хороший документ, который будет конкретно внедрен в жизнь. Все. Спасибо. Жанна Федоровна Барашкова, пожалуйста, Жанна Федоровна. Өтө күнүнөн күндү муньяк кыттылаахтара, өтө күнүнөн Александр Николаевич. Онта мен бүгүнгү муньякка үс түгеңе токтооппун багарабын. Баста кытнан бу сакатылыныч талларын статуга ден алыксыйон багарабын. Саксеп иккихинен болдугуна беге портал үлелир, төрөбүт тылларден ол портал билеген үлелер бастакы кайдан оглутунан тиен келен токтон турар. Ол бу портал беги күскүлелен багарабыт. Онны сүйүнен болдугуна сакатылын учуталларган бу сиехи көрсө сакас сырсыз сылынан, ие сылынан демит беги Сакас республикатын үтүөләк учтала ден нагарадага кастаганы элбек учтала төһәрәктен барабыт. Онна өрәк тигуна ден. Ясно. Этини курдук махта. Так, Вилияна Николаевна. И я бы хотела попросить меня включить, сделать доклад о результатах исследования социолингвистического, на основе которого... Посоветуйтесь с Анисимовым дальше. Второе. Ни в вопросах, ни в темах нету о родителях. То есть нужно обязательно проводить работу с родителями в нынешней ситуации. И мы приготовили конкурс для родкомитетов и просим включить этот конкурс в резолюцию, чтобы участвовали родительские комитеты не только школ, но и детских садов. Что за конкурс?
конкурс на развитие детской речи родного языка. Положение есть. Положение есть. Хорошо. Дальше. Все, спасибо. Хорошо. Коллеги, мы в основном завершили свои подготовленные доклады. У Сулусов районов есть желающие подключиться? Организаторы. Давайте начнем дискуссию по теме. Ответы на вопросы вы можете задать участники вопросы выступившим докладчикам первое, и можете подключиться к дискуссию. Пожалуйста, к участникам, к докладчикам есть вопросы? Пожалуйста, Римма Романовна. Спасибо. У меня уточняющий вопрос Ирине Павловне. Да? Ирина Павловна, вот насчет распоряжения главы о проведении второго съезда и о концепции. Я, в общем-то, не поняла, что вот нормативный акт все-таки еще не вышел, оно находится на согласовании еще, она не закончила же, да? А вот концепция там прикреплена к распоряжению. И Госправовой департамент просит, чтобы вы перевели на якутский язык. На русский. На русский язык, с якутского на русский, да? Тогда распоряжение как вот? На русском языке. Все будет. Ясно, спасибо. Вопросы? Так, Сергей Васильевич, пожалуйста. Ирина Павловна, а по делегатам из муниципальных районов на сегодня сколько подтвердили, из каких районов и кто пока не изъявляет желание участвовать? Есть соответствующее распределение? В общем, мы электронную регистрацию, как на съезде учителей, начинаем, и оттуда сразу видно будет, какие районы могут не приехать. Мы за неделю должны начать в Институте новых технологий, открывается на сайте Министерства образования электронная регистрация. Вот, на каких мероприятиях кто принимает участие. И там уже будет видно, кто не приедет, не сможет, кто сколько человек нам направляет. На сколько человек? Ну, прогноз пока таких ответов нет. В смысле отказов нет пока. Хорошо. Вот я Министерству культуры тоже вот в этой связи хотела сказать. Все мероприятия там будут расписаны, и там будет сразу регистрация, кто где принимает участие. Хорошо? Так, коллеги, Министерство внешних связей, у вас есть что сказать? Я бы попросил вас послушать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич. Мы тоже, как являемся координатором реализации государственной программы по развитию сохранения государственных официальных языков, мы вносили предложения тоже в части организации презентации тех проектов, которые были реализованы в этом году в рамках реализации госпрограммы. Мне кажется, что это важно, показать, как работает у нас госпрограмма. Она у нас работает, знаете, совсем недавно, да. Соответственно, я думаю, и учителям, педагогам, в первую очередь, тоже было бы интересно принять участие в таком мероприятии и открыть для себя, что из себя представляет госпрограмма, какие проекты реализуются, какие инновационные подходы, какие проекты новые, да. Ну и, конечно же, основная это должна быть, вот сегодня про учебники сказали, мы очень большое количество бюджетных средств направляем на издание учебников и пособий различных, да, это у нас Министерство образования и науки. Соответственно, хотелось бы тоже вот в этом какую-то презентацию каких книг, учебных пособий тоже уже готовых для учителям показать и, соответственно, получить какую-то обратную связь. У меня все. Да, спасибо. Николаевич, ну мы вносили это предложение, но я в проекте программы вот этого мероприятия не увидел. Может быть, коллеги еще не получили информацию? Мы предложение учли на выставке. Выставка книг, которые за 2 года опубликованы. Хорошо. Там не только книги. У меня есть несколько вопросов. Прежде всего, Ирина Павловна, вам. На первом съезде было вместе с приглашенными 600 человек участников, 550 делегатов и 49 приглашенных. Это
окончательный документ, составленный после проведения первого съезда. Мы на второй съезд идем с контингентом на 100 человек меньше. Почему? Учителей стало меньше или интерес пропал? Какая причина? То на первом съезде было 600 участников вместе с делегатами, а сейчас и количество делегатов сократилось почти на 150 человек, а участников стало чуть больше, чиновников. Чем вы это объясняете? Да, на первом было на 100 человек больше, а на этом на 100 человек меньше. Ну, это Почему? место проведения в Сахатеатре, от места проведения мы вошли. Сколько там посадочных мест, столько мы должны людей посадить. Это никуда не годится, Ирина Павловна. Тогда вы найдите еще меньше помещения. Вот в этом зале и скажите, сюда вмещается только 70 человек, и делегатов будет 70. Это что за подход? Я прошу вас пересмотреть квоты. И неужели желающих принять участие на съезде ограничивается этим количеством? Я думаю, намного больше. Я был в Улусах, и интерес к съезду достаточно большой. Время еще есть. Договаривайтесь, если надо, с Домом культуры Кулаковского, с другим помещением, но количество делегатов следует увеличить. И количество приглашенных тоже. Это первый вопрос. И второй вопрос. Концепция, она учитывает резолюции, принятые первым съездом. Она исходит содержательно из этих решений. Или же вы придумали совершенно другой подход к изучению родных языков? Концепция – это, во-первых, исполнение резолюции первого съезда, во-первых. Во-вторых, это... Хорошо, это значит, да, исходит из резолюции первого съезда. Новые предложения наши. Тогда вам следует показать, где эта преемственность обнаруживается. Я достаточно хорошо знаю якутский язык. Концепция написана на якутском языке, но параллелей исходящих я там практически не обнаружил. Это какое-то новое слово у вас. Притом очень общими словами. Очень общими словами. То же самое касается и проекта резолюции съезда. Общие слова. Можно, не проводя съезд, сегодня принять эту резолюцию, и ни холодно, ни жарко никому не будет. А мы принимаем решение, которое хотя бы на 5 лет предвосхитит работу республики по сохранению родного языка. По сохранению родного языка. Этого нет. Поэтому я вам предлагаю еще основательнее отработать по концепции. По концепции и по резолюции. Общие слова оттуда уберите. Сақатылын үйретер, онны күчугай, манны күчугай, сақалы билер бете-бете олар, манны күчугай, жан болу, қатибетеген, оннық мандық, денгітен бұрағаттан. Ол онны бар, бұ жағал үліға керектақ. Ден оны сұруың. Басты күтәк кейе сүйет өрдіғі. Сыбан кәбіхімен. Андойдыны бір күна. Онтан туат аққыват. Концепциялат кейлі болуқтақ, программаға тәменлік болуқтақ, резолюцияға тәменлік болуқтақ. Onun etini salgı ülelen, site ülelenmetak. Üsühünen eti bugün tılap bitlerge hastanı kihili şüve etiler ballar. Bu kim kene? Прежде всего, bu Анисимов, Барашкова etilerin Тоспа дискуссионной площадка орон Тахариханада.
Адястуспа, төгөрүгө столың ороханады, дискуссия, сооток болбата қоса қаста площадканан киреханады. Эти самый сүрүнкө алгабыт этинде, кстати, аспыт муньяка мене хекап бетим. Осколаларга хайдах үйрете торалларын мониторингтон оңорыңден. Касты частахыты, орокку фугос хайдагытай билеген хайдагый. Чахынан төһә гаятыгыт төһә билиннигитту. Он төһөгөтөн хайдах ситереркахтахытай. Концепцияты соруллахлы билинги фугос сахатылын етерге тугунан да мәһидәбет тухаттан атына тугада оккен. Оннук боллағына бейги тоғак улахан аймалғаны тардабыты. Onun etinde kihili yarıktanın üsühünen doktor plenarne munyak sülbe hüskeden turur bukut. Delegatlar keleliler sülbe kiske ügüstere kalektere kiyehe. Soraktara sülbe üske hasserde kalektere. Sireylerinde suunalikterinden ırtalanılan barangıt bukavaraların plenarne munyak kavşekillerin onda доколаттара някавят. Пленарный муньяк болар первый же день практически начала работы съезда, пленарное заседание. Уже все, решение приняли, резолюцию приняли, утвердили, кого нужно наградили, а после этого 2 дня всякие мероприятия, круглые столы, дискуссионные площадки. Для кого? Для кого это? Если ихние результаты съезд не интересуют. Если ихние рекомендации никого руководство не интересует. Если ихние рекомендации, они не находят отражения в резолюциях, итоговых документах съезда. Тогда для чего эти дискуссии, для чего эти круглые столы, для чего эти проблемные площадки, лаборатории и так далее, и так далее. Это развлекательная программа и простая, пустая говорильня. Получится у вас, товарищ министр, потому что первый день съезд, а после этого до обеда съезд заканчивается 23-го. Вот, пожалуйста, 23-го после обеда другая программа культурно-массовая, 24-го другая программа, 25-го другая программа. А зачем мне оставаться? Я буду, уже резолюция съезда в кармане, я поеду домой. Если я делегат съезда. Кстати, мы договаривались, Ирина Павловна, о том, что делегаты съезда приглашаются не на 1 день. Командировка должна у них быть минимум 3-4 дня. Минимум 3-4 дня. Они должны принять здесь участие во всех крупных мероприятиях, которые приурочены к съезду учителей. Мы даже говорили о том, что они здоровье здесь должны еще показывать, медосмотр проходить. Вот это тоже организуйте. Желающие обязательно есть. Вот информацию министра здравоохранения возьмите. Так, Министерство культуры, господин Левочкин, давайте вы предложение, программу сделали. Включайте и сами занимайтесь. Министерству образования организовывать ваши культурные мероприятия будет недосуг. Вот, пожалуйста, вот музейные классы и так далее, лонко на якутском языке. Организуйте. Ирина Павловна вам даст 1-2 человек на помощь. И сами давайте вот площадки эти организовывайте. Сами организовывайте. Просто предложит Министерство образования, сделайте это, сделайте то. Это очень легкий подход. Вы член оргкомитета, и эта обязанность на вас ложится как на члена оргкомитета. Вот говорил Витальевич, очень дельные предложения сделал. У него должна быть своя площадка по учебникам и так далее, по изданию учебной литературы. У него должна быть своя дискуссионная площадка. И их готовить надо. Это не выставка учебников, изданных учебников. От выставки кругозор может только прибавиться, добавиться. А они должны дискутировать о том, какого порядка, какого уровня должны быть учебники. Вот на такой уровень надо выходить.
Иначе просто так перейти посмотреть, какие учебники есть, от этого толку будет немного. Немного. Вот кто-то здесь выступал о том, что нужно подключить родительскую общественность. Вот в числе делегатов должны быть родители. Посоветуйтесь, и родительские комитеты, коллективы, они в улусах тоже есть, хорошо работают. Вот от них надо приглашать. И в качестве делегатов съезда. Поэтому предлагаю прежде всего пленарное заседание от 23-го отменить, перенести его на 25 число, 25-е. 22, 3, 4 вплотную работать по дискуссионным площадкам, по круглым столам, собрать все рекомендации и на пленарном заседании вынести на обсуждение вот эти рекомендации вместе с резолюцией съезда. Я видел список выступающих, одни чиновники городские выступают. Это очень прилизанное выступление. Надо поменять полностью список выступающих. Министр, само собой, пусть выступает. И после этого выступающими должны быть... Вот давайте я сейчас покажу список выступающих. Он где-то здесь недалеко был. Вам раздали этот список, вы знаете. Да, вот смотрите. Леонид Николаевич Владимиров, Нюргун Михайлович Павлов, Гаврил Григорьевич Таратоев, Наталья Индокентьевна Попова, Рустам Николаевич Коженкин, Сардана Николаевна Гоголь, Римма Романовна Журкова и так далее. Руководители дискуссионных площадок должны выступить. И выступающих должно быть больше. И пленарное заседание съезда, если хотите, не надо ограничивать съезд 1,5 часами, 1,5 часами. Пусть выступают. Руководители секций должны обязательно выступить. Вот Саргалана Максимовна должна по своей выступить. Вот говорил Таратоев, должен вот этих включать, сулусов надо включать, родители должны выступить, учителя якутского языка, сулусов должны выступить. Обязательно, не один человек, не один там подготовленный представитель, а несколько человек должны выступить. Разные точки зрения там должны быть обязательно. Министерство внешних связей должно выступить. Вот по тем направлениям, которые вот НВК Саха должно выступить. Вот чем они занимаются. Аниматоры должны, кстати, по аниматорам нужно создать отдельную дискуссионную площадку и отдельный мастер-класс надо образовать по аниматорам. Это существенный вопрос, потому что мы все говорим, что мы проигрываем там в YouTube-пространстве, интернет-пространстве и так далее. А туда же надо самим подключаться. Переводы это хорошо, но переводы это недостаточно. Мумнудину мунюскаден тубастан тахарандар итутока мультика кимдер НВК кенигер. Онна кинлерге көмөнады, кенилер бурыйдарабыл бата хани энтузиасты. За это им спасибо надо сказать. Олгынан барын толларын чожуялларга көмөлө анада. Ага, били носик мой замерз мунюска мülüйте дейді. Мунюска дир. Носик кетали олата. Вот, наука ханнавари. Ага, тол верақтақтары ханналары көмөлөһүң. Советті тәрейін онда. Вот об этом надо говорить вот на дискуссионной площадке. Ол хайдақ манда толбутын итинде чочуяр бутыгар көмөлөр бутер. Аны деңнәк анимационный кинелері тахарты ханада. Государственная программа анан харчуа ханада. Ол туынан резолюция кирен надо. Хаян да аны. Сылга хотя бы институт теологтақ бейбет отечественной. Bu Саха Сиригер бейтер, ki oğlu
анимационный кинелери, сақалы тылдақ, сақалы сториялар болғыр бұттары, сақалы олонқова тахар бұттары, олары тахар беханада. Вот. Иннеген нақпытына оғылары тарды япып болла дейм. Он өссі ағара түйәнеттіға өйдігіт сақалы кукулалары олонқо персонажтарын оңыттаран детсаттарға тарға пұпыд. Балтара түйінче стуканы тарға пұпыд. Онтығай бүтін білген детсаттарға музейіне экспона құрдық тұраралар. Оғыларға ойнапаттар тойдыға қарыстылар. Бүгіз детсат. Өтені сөргіте қанады. Сөргіте қанады. Сүйіз детсатқа бар кукулаттан бейірі сақалы кукула. Хотя бы саатар аңары бұлықта. Сақалы екеға оғыны етебіт дейбіт, онны кәлембіт бар бені детсатқа кукулан өстігілдеуіт. Детсаттар қараған қаранан қарас қалылар. Онны бұл сақықыға баттағын ұландар қаранан қарас қалылар. Ол сақалы тағыз тағынлар алдар. Қығылға болуға деп. О тетелері егіндер барытын жүлі еқан адам. Онны барытын резолюция телері келдер еқан адам. Олтын туғалақ, сақатылы туғалақ ден тылдарынан болбаққа. Маны ғырабыт. Білеген бұл саңа фугасы сұлы беттігер сақатылын көміскәйін, төрәбіттілі көміскәйін сөйненен республика бәйт өсіктер әліне. Бәяғат білің детілер. Онлық болды. Онлық ұсылы бейға бейгі туы қамсан нақпытына тыл бұтын қарысты бұт. Туғын нақпытына төрәбіт тыл бұтын ұскола хатан ереті бұт. Ол қайысқалары бұл оқанады. Ол қайысқаларым. Ол туғынан кәлсеті варақта. Бұл сиеске. Мен бұл Сергей Васильевичтің бейгі бұхарылынны бұд. Тоқ үхіз чығылаға сөбір мұнияқ болуға. Ол үхіз чығылаға білі тоғаны сылларға олды бұд концепцияның орбуттар жонлары. Оны білеген саңа концепцияның орбуттары мұниян бұл концепция туғынан сөбелі оңырық бұд. Bu ühüz çığılağa. У нас 3 число стоит, Ольга Федоровна. Вот, он на 7 çığılağa böyle аниматордары ыңыртым, специально. Ыңырттан кенелері аниматордары, сақалы оңықтары оңыратчылары, сақалы кукулы оңыратчылары, сақалы кино ұстатчылары, барыларын түйекаларынан кәлектерін ады. Олар ыңырттан кенелер саналарын естен тоспа, резолюцияға блок бұғытнан кейрен ады. Ол келлердақ бітіне онына кенелерге государство түттен қайдақ көмелер бүтін бұғардақ бітіне. Отчағына тоғары қамсағандақ қиған. Ирина Павловна. Онны біге яқа көмін ғырауыд. Әхіге бірісті бүйті күтін ұтарын иллен болдақына бәйенкелер. Онны кәнен оларын ол жонлар тылларын өстерін әт қолғақынан істен баран жонтан бұғарылы қанады. Туғы хаты бұтый, туғы қайбап бұтый, енді күтін туғына бұтый. Государственная программа көрілует қарчы, государственная программа бар болбыта, онны өйіп қарчы көрілуеті сам өсіпті. Ол күнан баран ете қарчы, үлелен кейрен барды қатуаққа деті еуға. Ол ата бастатан тұран ол қарчыны кейлі туан өқтақпыт, онна уже кәлер бюджеттен сағалан, ете өйгі қарчыны әлбетер туғынан қайысқатын, әлбетер туғынан уже кихли аргументнақ бұғарылақ әтилері оңырықтақпыт. Олары Йөрек министерствоте еге илектақы сағылықтақыт. Йөрек министерствоте аңырда спуғығы реталар министерство болмата бұл национальный республика министерствоте. Онан еге онны жағынықтақыт. Тем более Рособорнадзор білген пуғығы рекорыр. Әнен негер туғудығын аргын банны местетігер Столгун қайды өретергер по большому счету кен улғаны кал. Кенеттен үрдемеп Аллаға де. Ол атам Йөрек министерствоте егіттен үрденер. Оны еге бәяғыт манны төбе құтығар, жалғай құтығар төхерәңгіт. Манан бейгі жарықтан ұқтақпыд деңгіт. Ұлым матаққытына тоқта таққы хоға. Оның үтіннен министерствоға қайдақынан қанны қайысқаны тұтуан esen ады олағына структуралар көттолары тылары келдерін тұран етінде қамсанарғын. Onu sanık tustaqın, onu bulanlık tustaq. Onu gülle bolaqtaq. Etnik kultura ministerstvu töreme сыганнақ. Товарищ Левочкин. Вот, Министерство внешних связей. Бәйтін аяс туғынан, көңілеттінен кейлен онда үлелі әсілдер күрдің болан тағыста білігін.
bu Кахалгаттан калан мен он предложил свои услуги. Мен манны кана мен яка көмөлө хөмөтөй. Вот Леонид Николаевич Академия наук манна олорор бу кайыскаларга бу олокток наука академията кая түттен көттөн сөй. Онтой көтөн эмеги кихили шөйдө токуйда оны тилергетен белемнен. Яка сөйлөн научно-интеллектуальный курс республика кена яка бар. Онон ити олору түмө тарда канады. Билген Буковара федеральный сорулагынан көмүллен баран олор. Онон тугайдарын толор докторуна олоктак тыл сайындарыга бу институт бу наука лехете тугундан ден киндерден Kimder devlet? Ondan kendiler beylerin sürakların boğatından üreleklerine da. Evet erkenelerin terestiye kanada. Ondan navuk akademiyete yarık tanıkta. Ülelil bölükleri teriyin. İnstituta hiteri yakıtın söp. İnstitutu. Metodikanı var okutun söp. Bireminde bıstak ülelil öyle kollektivin terittelene doğru. İnstitutları teriyin. Onu üreletin. O hiti kayız kavut tohtan halda. Onun websaytlarından tinten bir kayan bu hani kısa. Bu siyaska kolvura bir kehili soğus kamsanıların orbatak butuna kadar siyaska görecek öyle karaplı tohtana diye yaptı. Sire karagarı bu batakta bu tespit emiyor. Doydur gün tıltan tılga çıkıyordu acas türgenlik var hani her. Türgenlik baran yer. Bir dağına autonomik kiyite soğuk ve hölekleri oğullara detsakı kalan uçalı kapseteller. Beylerin kıttı. Onun iti ulakan soltalak, onunla tınahınnak bopuruhu bege cülle her olur. Bu iki siyeska. Onun Beyeboğut'un tardınan uluslar emiyen Beyeboğut'un tardınan sanatın uğran berenlerin İti plenarne munyak merimetin uları tartığından etiğini söbüle ağattı. Söbüle ağattı biter munyakta oksam varan ciyelek etin bağır ağattı. Kaydağay. Söbüle helder. Alata sülbe behis çıvılağa arasyattına. Kelani şöyle gilciri tihen belendenen varan plenarne takveti yapıllacı. Onu bulmaktı. Keletlerin kıta uğrak belemden çaçatan kövi hem varangın. Ondan kendine kıtığı halkı kepserengin ağın. Uğrak katılıldı buta, buharı ıt bol buta. Bilgin ana etende tuha vakti taktadan. Tuğu bulanıl ağın. Tuğu da bulanıl bakın. Onun sülbe bir eski plenarnayı koyarım. Bugün nitinen bütevit. Özse bir de bu hüstağı, settistağı munyaktakın. Geta olunyu ve tuğsetinyu yortotun ahat özse bir de tümsel yapıt. Kaydak butun, tok butun, tutuhan kör yapıt. Bugünkü sorukinna bolca oğulları deyip, vanna kuvvetini elbeti, öngürüller canlar aranaların emi elbeti. Onda gütün baharın türgen soğustu kol kayan, eti sürün baporos, sübele yakkanada, bile ulakan tel tohtarı kıtta, elbakiye girer, tereltelerin kıtta. Onda sebebi var. Tok bar terehan ulakan ette bu kavarta toka barar kurdu bobudu. Eti yörek institutu var. Kas mestki hekiler sereydi. Eki ulakan zalla. Uşut Allah sılca yörek derken ondan ordu gıttı. Yattan onda da buldun. Össe bir var. Çahına yaskolalarga bolgan tanı uğrun. Çahına yaskolalarga. Kim bilgin paşti altta hüsçeka oğunu jet sağka skolağa yöretahiller. Burnaşov skolata var. Anatoliy Arkadiyevich Burnaşov. Rıhıt. Вот kinni master kılahın belemden. Bolon adı. Kelen ayı kıhatın belemden master kılahı. Burnaşov kenin belemden master kılahı. Tuaktarga, çağına eskolalarga. Вот kenilerge sübdak kayıs kalak üle barar. Tuğga belemden. Onu tohane kanadı. Bu Komsomol günü olan aslında. Leonid Nikolaevich Vladimirov. 90 yıla hep
бары комсомол эти муньяка директор пленарный муньяк эти хүлбе төдүскә хүлбе үскә жетибит вот токтан хүлбе үскә халында жетибит вот хүлбе бәскә халында жетип хорожондар пленарныйга хүлбе бәһин iki келектер иншалла onun bu хүлбе үскә колорун халан баран пакет документов берем баран әгәделән баһалында дем баран ол дискуссиялы тон ләм баран онто пленарныйын хүлбе бәскә түмүктән уже онно улокте ырытыган капсета общепринятой методиканы ыктывакканнук этен баран еще бабулу Леонид Николаевич, iki togul plenarный мунья оңор баппыт. Кәлбі жандар жолына жеріктен өқтірін Өте бағарылына. Кәтеңі мақтал.